Владельцы алкомаркетов должны заниматься антиалкогольной пропагандой. С таким предложением выступают участники круглого стола, прошедшего в Нюрбе. Наш корреспондент Роман Савинов побывал на мероприятии, где узнал статистику по пьяным преступлениям, произошедшим в Нюрбинском районе. К примеру, в Нюрбинском районе, по данным полиции, за 2016 год из 120 уголовных дел 71 совершено в состоянии алкогольного опьянения. Говорили также и о нашумевших 70 метрах. Напомню, во время прямого эфира с главой республики Егором Борисовым был звонок из Нюрбы, где житель выразил свое крайнее недовольство тем, что в Нюрбе алкомаркеты расположены в непосредственной близости от образовательных учреждений. Я думаю, что здесь только можно призывать к гражданскому самосознанию тех людей, которые являются представителями народа. И нужно действительно понять и услышать. И действительно сегодня очень много говорили о том, что необходимо принимать более, большее расстояние. И это негативно влияет, такое маленькое расстояние, на состояние дел, на социальное неблагополучие в районе. Выступающие отметили, что руководство республики приняло правильную позицию, приняв соответствующий документ, который ограничивает реализацию алкоголя с 14 до 20:00. Заставить самих индивидуальных предпринимателей, которые взяли на себя ответственность продавать алкогольную продукцию, вот за собственный счет проводить эту же антиалкогольную пропаганду. То есть очень хотелось бы иметь вот такой нормативный акт, на основании которого индивидуальный предприниматель обязан был бы вывешивать у себя в алкогольных маркетах вот плакат, скажем, да, или социальный ролик заказать. Вот это конкретное предложение. В Нюрбинском районе и ряде других улусов некоторые муниципальные образования полностью отказались от продажи алкогольной продукции на территории Наслега, где преступность снизилась практически до нуля. Роман Савинов, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, НБК Саха, Нюрба.